Я приехал в Таджикистан из Афганистана 4 года назад вместе с семьей, в надежде на мирную жизнь. Фаим Бароти, двое его братьев с женами и детьми и родители бежали в Таджикистан от войны. Но оказалось, что здесь они никому не нужны. Селиться в крупных городах, где можно найти работу, им запрещает закон республики о беженцах. А там, где им предлагают жить, заняться нечем. Перебивался случайными заработками. Сначала я работал на рынке рикшей, сегодня вот занялся ремонтом обуви. В таких городках и селах нет работы даже для таджикистанцев, которые в большинстве живут за счет заработков за границей. Чужакам, да еще и без документов, устроиться практически невозможно. Экономическая обстановка в Таджикистане довольно хрупкая, не только для афганских беженцев, но и для самих таджикистанцев. Как вы знаете, очень много таджиков работает сегодня в России, и из-за падения рубля они возвращаются на родину и ищут работу здесь. Чтобы как-то заработать на хлеб и квартплату, Фаим арендовал небольшой уголок под лестницей у продуктового магазина. Ремонтируя обувь, он в среднем зарабатывает около $5 в день. Столько же в семейный бюджет, которым руководит его сноха Лайло, приносят братья, грузчики на рынке. Наши дети в школу не ходят. Мы не можем себе позволить школьную форму, учебники и канцелярские принадлежности. На завтрак, обед и ужин у нас немного овощей, чай и хлеб, который печем сами, потому что так дешевле. Чтобы помочь беженцам в Таджикистане, открыли специальные курсы, где их обучают таким профессиям, как электросварщик, автомеханик, повар и швея. Однако трудоустроиться они должны сами. Я работаю портнихой в Таджикистане 5 лет. У меня уже свои ученики. Могу шить и европейскую, и таджикскую одежду. Все, кто заказывал у меня платье, обязательно приходят снова. Ситоре с работой повезло. После курсов для швей, которые женщина закончила с отличием, ей предложили место в ателье рядом с ее домом. Сегодня у портнихи десятки постоянных клиентов, и она планирует открыть свою собственную мастерскую, набрать персонал и купить новую технику. Но получить патент на свое дело сложно. Если для таджикистанцев он стоит 150 самани в месяц, то для нас 300. К тому же я уже 4 месяца жду этот патент. Из-за того, что я гражданка Афганистана, процедура очень долгая и тяжелая. Я приехал в Таджикистан, чтобы отсюда уехать к дочери в Германию. Она вышла замуж за немца, но нам не дали вид на жительство в Европе. Большинство беженцев приезжают в Таджикистан в надежде перебраться в ЕС или Канаду, но вид на жительство получают далеко не все. Для тех, кто остался, есть только два выхода – вернуться на родину или остаться в Таджикистане. Некоторые все же уезжают обратно, но я боюсь за свою семью и не хочу ехать в Афганистан, а здесь нам не дают гражданство. Сегодня республика не может решить проблем беженцев из Афганистана, и ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. К тому же не исключено, что в Таджикистан из-за нестабильной обстановки в Исламской республике может хлынуть новая волна вынужденных переселенцев, как это было в 2001 и 2002 годах, когда в страну бежали более 12 тысяч человек. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.